Я еще что два слова хочу добавить. Я вижу, что многие люди не понимают каких-то нюансов. Понимаешь? Когда мы вышли оттуда, ко мне подошли там ребята, мои знакомые, которые как бы сторонники нынешней власти, и они говорят, почему мы, говорят, должны, вот из Грузии машина поступает в Россию там по экспорту, потом приезжает там через Осетию Северную в Абхазию, мы здесь покупаем, что тогда, мол, Грузия не зарабатывает? Я говорю, ребята, неужели вы простых вещей не понимаете? Когда происходит реэкспорт, там Грузия, наверное, зарабатывает $50 или $100 за реэкспорт. То есть машина заехала в Грузию, это же не грузинская машина, да, там из Турции, скажем, да, уехала реэкспортом в Россию. Ну, все же люди не должны вот эти тонкости таможенные знать, понимаете? И вот этими пользуются и говорят, мы хотели дешевле сделать для нас, а вот оппозиция, видите, как себя ведет, вот народ там дешевле купил. Слушайте, мы фирма, что ли? Если мы страна или фирма, эта фирма не думает о государственных интересах, о том, что это значит, понимаете, что это значит грузинские товары завозить, к чему это приведет. Фирма думает, как найти прибыль. Если мы не государственники, а фирмачи какие-то, да, ну так и думают. Но даже при этом случае, что происходит, когда ты напрямую? Когда груз, который пришел в Грузию, заявляется, что он уходит не в Россию, а, скажем, в другую страну, которую они признают, а уходит на территорию Абхазии, они говорят, полная растаможка. Потому что они территорию Абхазии считают своей. Этот товар, эта машина уже становится грузинским товаром. Кто бы его не выпустил, Мерседес, там, Тойота компания, это уже все. Любой растаможенный на территории Грузии товар, он становится грузинским товаром. Естественно, Грузия получает там, скажем, $1000, к слову я говорю, приходит эта машина сюда, Абхазия тоже не признает же, естественно, то, что там в Грузии какие произошли манипуляции по оформлению этой машины и так далее, тоже берет пошлину здесь, но спрашивается, а если Грузия берет на $2000 за растаможку, а Абхазия взяла $500 за растаможку, у них там на бюджет на 1,5 беспилотника больше денег поступит, да? Мы просим президента страны, еще раз говорю, приостановить это решение. Мы просим о встрече, мы просим собрать рабочую группу, обсудить и прийти к общему, ибо все остальное это обострение внутриполитической ситуации в стране и очень серьезное. Ну, не буду много времени ваш отнимать. Все, что вы сказали в течение нескольких лет, все это пришло к тому, что это закономерное явление. Мы до сих пор не поняли, что наше здоровье, экономика и все другие, все случилось после войны 92-93 год. Люди стали ездить туда за бесплатным лечением. Наши ветераны, наши граждане и так далее. Как мы смотрели на это сквозь пальцы. Поток увеличился. Республика Абхазия, где я работал, об этом писал. Меня останавливали. Сказал, я не понимаю, вы куда едете? Вас загнали в грязь, в окопы, вы получили ранение, вы едете в Грузию лечиться, вы что говорите? В итоге поток увеличился туда. Как мы смотрели? Сквозь пальцы. Дальше больше. И все сегодня привело вот именно к этому. Уже и товары на 600 тысяч. Есть такое выражение, лиха беда начала. Потом будут на миллион, на 2 и так далее. Правильно. И когда люди почувствуют вкус денег, а мы, оказывается, очень, а когда мы, оказывается, очень к деньгам такое отношение повышенное имеем, мы не заметим, как уже не просто туда-сюда, а они будут предлагать нам здесь что-то продать, здесь что-то совместное и так далее. Мне до лампочки.
мне нужна машина. А она какую, растаможка не поняла, меня устраивает цена с Грузии. Так человек смотрит на это, а мы за что его должны ругать? Он хочет машину с Грузии через Осетию. Он заплатил деньги. И все. Это грузинский товар или американский, как ты мог бы сказали, Мерседес. Я хочу машину. Прибирайтесь в Грузии. И все, на это смотрим. Он хочет ездить на концерт. Конечно. Он хочет посмотреть Конечно. футбольный матч. Он Конечно. хочет брендовые вещи, которые сейчас в России Да. мало чего хочет кто-то, слушайте, В итоге- который только думает о своем желудке. Вы Вы собираетесь... понимаете, Юра, вы понимаете, я не хотел, вот я же говорю, как-то мы пресс-конференцию хотели, Да. не все вещи. Мы имеем дело с системной борьбой против нас. Системная борьба против нас после этих спонтанных всяких войн, которые происходили на нашей территории, уже на научной основе, на грамотной основе, началась после 2008 года, когда Абхазию признали Российская Федерация как независимое государство. Тогда Грузия и Евросоюз, их друзья, поняли, что вот как в 2001 году, как в 1998 году, да, военными действиями, как в 1992 году военными действиями не возьмем. Тогда они провозгласили программу Евросоюза. Она в 3 словах: вовлечение без 2 слов, без признания. Вот эта политика вовлечения без признания привела к программе, которую правительство Грузии приняло в 2019 году. Оно еще до принятия этой программы работало в этом направлении. Что там написано? Они проекты по Абхазии, Грузия проводит проекты по Абхазии. Это медицина. Второй проект – это образование. Третий проект – это торговля по разделительной линии. Вот это решение, которое принято президентом, ложится в эту программу, которая грузинское правительство, она называется «Шаг к лучшему будущему». То есть они хотят, они демпинговать будут цены. Вот даже машина будет или там что-то обходиться в Грузии, там, скажем, 100 рублей, если это уходит в Абхазию, они готовы ее за 50 продать. Они хотят перевести экономические связи от Российской Федерации в сторону Грузии, завязать горизонтальные связи по максимуму, чтобы сказали люди: вот мы в Грузии такую витрину создали, там все хорошо, там все в 2 раза дешевле стоит, мы хотим с грузинами торговать, а завтра и жить в одном государстве. Такие тоже будут, кто скажет. В этом плане на научной основе, разработанной Евросоюзом, американцами с их помощью, проводит политика. Когда-то Каха Бендукидзе сказал: зачем надо было воевать с Абхазией, их можно было просто 100 тысяч купить. Понимаете? Вот все в этой рамке. Мы прекрасно знаем, что программа по лечению огромную популярность получила в Абхазии. 6-10 тысяч человек, которые выезжают туда на лечение, потому что мы не можем их обеспечить. И это такой момент, когда здоровье касается, это очень трудно человеку сказать. Они вот эти, знаете, как это у Гоголя было, там мертвые души, да, они живые души покупают. Они там присваивали сразу гражданство автоматом грузинское, потому что только гражданину они могут из бюджета выделить средства на лечение. Они, что, они весь мир лечат, что ли? Они своих даже гальцев, которые не имеют гражданства Абхазии, когда к ним приходят, они оказывают им на $1000 медицинскую помощь. А если абхаз приходит на $7000. Это раз. Она очень права. Вторая программа образования получила 100% реализацию в Гальском районе. Я там был, я противостоял как мог. Я договаривался с университетом, платил помощь, ставил автобус, чтобы люди сюда пошли учиться. Эти все проекты, которые на уровне района. Даже вот это, что мы на уровне района делаем, когда увидела грузинская сторона, что гальские дети, которые оканчивают больше, стали поступать в вузы Абхазии, а у них был такой закон об образовании, который говорит о том, что
дети с оккупированных территорий учатся бесплатно в Грузии, в любом вузе. Но они должны были сдавать экзамен. Когда мы сделали так, что здесь начали почти по собеседованию принимать, они сразу изменили свой закон и сказали, дети с оккупированных территорий еще по собеседованию будут поступать в Грузию. То есть шла какая-то борьба. Мы перевели эти школы с грузинской программы на абхазскую программу. Наша абхазская программа, ну там проблем везде очень много, я сейчас не буду об этом говорить. Но вот эта программа «Шаг к лучшему будущему», она полностью ложится в решение, если мы начинаем торговлю по для них разделительной, а для нас государственной. Люди, которые говорят, некоторые, что если мы не взимаем там пошлину, значит это административная граница, а не государственная, эти люди, ну я скажу мягко, очень сильно ошибаются. Что взимаешь пошлину или не взимаешь, от этого зависит, что там государственная граница. На государственной границе присутствуют наши пограничники, контрольно-пропускной пункт, все наши органы. Сегодня таможня может получить, все это время у нее было больше 50 килограмм на человека не пропускать. Она защищала наши таможенные границы. У нее такая задача все это время стояла. Понимаешь? Тимур, Что значит нету границы, если нету таможенных платежей? Кто это сказал? Я понимаю, что таможенники хотят платежи получить. Ну слушайте, хотелка у всех разных. Но есть президент страны, который думает, должен как государственный все моменты и политические, и экономические учитывать, и сдерживать тех, кто ходит к нему с просьбами, дайте, мы привезем там дешевле продукцию из Грузии. А это дешевле продукция, которая привела с собой, когда контрабанду делали, клопы сюда, в Абхазию, да. Другие заболевания с собой эти продукции привезли. Об этом кто-нибудь думал? А какая-то диверсия завтра будет, государство возьмет себя, президент скажет, извините, я виноват, вот этими спорами пришел птичий грипп, который мутировался, заразил сотни людей, умерли, это мы запрещаем ввоз кур, да? Ну, я не хотел сегодня пятница, я же говорю, мы уже...